Доброе утро, Чувашия! Мы рады приветствовать вас из нашей студии в День Республики. Очень насыщенный день сегодня, и пора просыпаться и начинать отмечать вместе с нами. Утро начинается с деловой повестки. Уже через несколько минут в Ледовом дворце Чебоксары-Арена начнется расширенное заседание экспортного совета при главе Чувашской Республики на тему «Внешнеэкономическая деятельность, экономика перемен. Курс на устойчивое развитие». Так что поближе к экранам с чашечкой кофе. На национальном телевидении и национальном радио Чувашии вот-вот начнется прямая трансляция с мероприятия. Поэтому приглашаем вас поближе к телевизорам и за чашечкой утреннего кофе поразмышлять об экономике республики и послушать федеральных и региональных специалистов о том, на чем зарабатывает республика, какую продукцию поставляет за рубеж и как это все влияет на бюджет Чувашии. Творческая группа НТРК весь день сегодня с вами проведет в прямом эфире. И нас с вами ждут самые интересные мероприятия в Чебоксарах и Новочебоксарске. Да, именно город химиков и энергетиков в этом году выбран второй главной площадкой празднования Дня Республики. Это очень почетно и в то же время волнительно. Главные мероприятия в Новочебоксарске сегодня – это Кубок главы Чувашской Республики по конным бегам. Проходит в регионе впервые. В состязаниях, которые начнутся в 15:00 на территории Новочебоксарской спортшколы по конному спорту, участвуют всадники из 6 регионов страны. Среди них 2 мастера спорта международного класса, 6 мастеров спорта страны, 49 лучших рысистых лошадей России и Чувашии, умнейшие животные, готовы к настоящей борьбе между собой, да и наездников подвести не хотят. Все новочебоксарцы и гости республики могут подтягиваться на площадку спортшколы уже к 00:00. Там будут интереснейшие спортивные мастер-классы. Всех ждем, присоединяйтесь. Я вам напоминаю, что национальное телевидение и национальное радио ведет сегодня весь день прямую трансляцию. И вы можете побывать вместе с нами в самых интересных местах. Вот уже 3-й день в Чувашии выбирают лучшего бульдозериста России в рамках федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». И эти зрелищные соревнования на бульдозерах проходят тоже в Новочебоксарске, на Нижней набережной Волги. Между прочим, состязания такого уровня в регионе проходят тоже впервые. И все это в день нашей любимой республики. С праздником вас еще раз, дорогие жители республики и гости Чувашии! На празднике, посвященном окончанию посевных работ на Агатуе, артисты ведущих театральных и концертных учреждений Чувашии представят гостям и жителям столицы республики яркие театрализованные представления, старинные чувашские обряды и игрища, такие как кирижу, бой на поясах. Главное украшение праздника – традиционный хоровод, в котором соберутся выходцы из Чувашии со всей нашей огромной, дружной страны. Вы тоже можете присоединиться к этому грандиозному празднику, если придете на Красную площадь в Чебоксарах к 14:00. После Агатуя в вихре танца закружит всех 31-й Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Более 30 лет подряд «Родники России» проводятся в республике. Его ежегодно ждут жители Чувашии. В этом году в нем принимают участие 12 коллективов из разных регионов страны. Чувашию во Всероссийском фестивале «Родники России» в этом году представляют народный ансамбль народного танца «Сувар» и образцовый ансамбль народных инструментов «Иреветь». Веселиться, так и веселиться, конечно, вместе с нами. Петь и танцевать под любимые песни сегодня будут и в Новочебоксарске, и в Чебоксарах. Оставайтесь с нами в прямом эфире, и вы побываете на самых интересных мероприятиях.
Кстати, День Республики как официальный праздник впервые был учрежден в 1995 году, в год 75-летия со дня образования Чувашской автономной области. Сегодня уже отмечаем 103 года со дня образования Чувашской автономии. 4 мая 2000 года президент Чувашской республики, учитывая историческую значимость становления чувашской государственности, подписал закон, в соответствии с которым 24 июня объявлен государственным праздником. С Днем Республики! С праздником вас еще раз, дорогие телезрители и радиослушатели! Я вам напоминаю, что национальное телевидение и национальное радио сегодня ведет прямую трансляцию со всех самых важных мероприятий. Вы можете присоединиться к нам как по телевизору, присев поближе с чашечкой кофе или с чашечкой чая, а также можете, услышав от нас об интересных мероприятиях и об интересных площадках, прийти на площадку и веселиться уже вместе со всеми именно там. Я вас поздравляю еще раз с праздником и напоминаю, уже совсем скоро, с минуты на минуту, в Ледовом дворце Чебоксары-Арена начнется расширенное заседание экспертного совета при главе Чувашской республики на тему «Внешнеэкономическая деятельность. Экономика перемен. Курс на устойчивое развитие». Это мероприятие проходит в рамках Чебоксарского экономического форума. Вчера прошла пленарная сессия. Сегодня там будут обсуждать... Приедут федеральные и региональные специалисты, будут обсуждать, на чем зарабатывает республика, какую продукцию поставляет за рубеж и как это все влияет на бюджет Чувашии. Оставайтесь с нами, и обо всем самом интересном вы узнаете совсем скоро. А я вам напоминаю, что творческая группа НТРК весь день сегодня с вами проведет в прямом эфире, и нас с вами ждут самые интересные мероприятия в Чебоксарах и Новочебоксарске. Именно город химиков и энергетиков в этом году выбран второй главной площадкой празднования Дня Республики. Это очень почетно и в то же время волнительно. Главные мероприятия в Новочебоксарске сегодня — это Кубок главы Чувашской республики по конным бегам, и проходят они в регионе впервые. И если вы соберетесь на них, то встречаемся в Новочебоксарске на территории спортивной школы в час. Там будут мастер-классы. Я вам предлагаю переключиться сейчас на площадку в Ледовый дворец Чебоксары-Арена. Там началось уже расширенное заседание экспертного совета при главе Чувашской республики. Собираются гости. Тема «Внешнеэкономическая деятельность. Экономика перемен. Курс на устойчивое развитие». Обсуждают все самое важное, самое главное. С утра деловая повестка. Вот мы видим уже деловой завтрак. За столами собрались гости. Очень красивая атмосфера. Ледовый дворец Чебоксары-Арена вообще располагает к тому, чтобы принимать гостей. Все собираются, уже что-то обсуждают. Все, кто приехал к нам, все федеральные спикеры и региональные представители власти, представители, общественники, все заинтересованы в том, чтобы республика развивалась. Мы рады приветствовать вас на деловом завтраке, который посвящен внешнеэкономической деятельности. «Экономика перемен. Курс на устойчивое развитие». Так мы его назвали, и он является продолжением нашей вчерашней пленарной сессии, на которой мы тоже много говорили об экспортном потенциале. Меня зовут Юрий Богданов, я буду модерировать нашу сегодняшнюю дискуссию. Понимаю, что у многих была бессонная ночь, все были прикованы к медиаресурсам, следили за новостями, многие, наверное, продолжают это делать и сейчас. Пришел анонс, что в ближайшее время планируется обращение президента. Мы попросили наших коллег-режиссеров, если будет такая возможность, выдать его. В смысле, одно и то же, ты, наверное, на повтор пришел? В прямом эфире, в режиме реального времени. У нас все будет возможность это посмотреть. Но пока предлагаю все-таки отвлечься от медиаресурсов, сконцентрироваться на нашей повестке экономической, тем более речь идет о долгосрочном развитии как региона, так и страны в целом. И поговорить о внешнеэкономической деятельности, об экспортном потенциале и о том,
как его развивать. И первое слово я предоставлю главе Чувашской республики Олегу Николаеву. Олег Алексеевич, мы вчера говорили о том, что Чувашия с точки зрения экспорта показывает отличные результаты. Во многом, как оценили в Российском экспортном центре, это удалось добиться за счет управляющей команды региона. И я бы хотел у вас спросить, как вы оцениваете ситуацию на данный момент и какие есть перспективы по улучшению этого потенциала? Да, спасибо, Юра. Уважаемые коллеги, доброе утро всем. Очень рад всех видеть в добром здравии. И спасибо за то, что мы с вами работаем дальше. И вот сегодняшняя тема, экспорт, на мой взгляд, имеет колоссально важное значение вообще для того, чтобы мы с вами планомерно, а самое главное, последовательно развивали экономику, промышленность, производство. Потому что если, планируя развитие промышленности и производства, мы сразу же ставим задачу экспортоориентированность продукции, то, очевидно, мы берем обязательство делать продукцию качественную, которая признается мировыми потребителями и соответствует соответствующим мировым стандартам. Ну и это, конечно же, на мой взгляд, абсолютно правильная постановка вопроса и правильный выбор стратегии, которая, прежде всего, позволяет мобилизовывать внутренние ресурсы, правильно их организовывать и соответствующим образом в итоге достигать позитивных результатов. И ровно вот эти критерии мы взяли в работу как правительство Чувашской республики, в целом управленческой команды. Ну и, конечно же, очень планомерно движемся, как и по всем другим направлениям, в русле тех трендов, которые формируются как в мире и прежде всего в Российской Федерации. Ну и, естественно, в соответствии с решениями президента и правительства Российской Федерации. В прошлом году, я напомню, были утверждены соответствующие стандарты экспортной деятельности. Ну и, как обычно, когда стандарты утверждаются, также автоматически утверждаются и критерии оценки, по которым оцениваются, значит, деятельность каждого региона, экспортера. Ну и мы с вами вчера услышали достаточно хорошие, позитивные оценки, которые вот с точки зрения этих утвержденных критериев правительства Российской Федерации показывают и, как бы, скажем так, в соответствии с которыми оценивается наша деятельность. Я просто хотел бы чуть-чуть, может быть, теперь сделать пару шагов назад и уйти в некий экскурс, значит, нашей деятельности. Вот за 3 года, на мой взгляд, мы с вами проделали такую очень достаточно хорошую, я бы так сказал, содержательную работу по, прежде всего, систематизации нашей деятельности. Мы, правительство Чувашской республики, основываясь на запросы, прежде всего, экспортеров и тех хозяйствующих субъектов, которые ориентированы на экспорт, начали достаточно большую работу по взаимодействию с зарубежными партнерами. Если за прошедших 3 года Чувашскую республику так или иначе посетила чуть больше 30 делегаций с деловыми визитами для переговоров, то в текущем году за полгода уже 10 делегаций посетила Чувашскую республику, уже 10, уже 1/3 относительно 3 лет. Ну и это еще не предел, у нас еще большие задачи. Конечно же, традиционные экспортеры, которые в своей деятельности были ориентированы на внешние рынки или имели, я бы так сказал, своих партнеров за рубежом в качестве потребителей, конечно же, они самостоятельно достаточно хорошо работали. Но, на мой взгляд, благодаря той федеральной поддержке, федеральной политике и приземлению этих инструментариев поддержки экспортной деятельности через наш экспортный центр, то есть через организацию, которая содействует экспорту, прежде всего малому и среднему бизнесу, нам удалось включить в эту деятельность как раз те хозяйствующие субъекты, которые относятся к малым и средним предпринимательствам. В итоге из всего количества экспортеров у нас субъекты малого и среднего бизнеса за последние годы существенно выросли и теперь составляют больше чем половину от количества. Понятно, по объему крупные экспортеры они традиционно держат, скажем, свою планку, доминируют, и это правильно, так и должно быть. Но
сам факт выхода на внешний рынок малых форм хозяйствования, причем по всем направлениям, будь то это агробизнес, будь то это современные IT-услуги, все сегменты у нас присутствуют, и это говорит о том, что, с одной стороны, мы можем делать великолепную, качественную продукцию, с другой стороны, мы постепенно, пусть, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но учимся продвигать нашу продукцию. И вот для того, чтобы эту работу как раз построить в контексте устойчивого развития, который мы обсуждаем эти годы, и то, что я вчера в своем выступлении обозначил видение команды правительства Чувашской Республики, что это составление цельной картины того или иного процесса, выработка сквозных решений, которые позволяют синхронизировать разные отрасли, разных субъектов. Мы в прошлом году с вами создали экспортный совет, на расширенном заседании которого сегодня мы с вами находимся и обсуждаем вот нашу дальнейшую деятельность. И, конечно же, экспортный совет, прежде всего за счет того, что в нем участвуют прежде всего традиционные, такие уже маститые экспортеры Чувашской Республики, а также новички, которые только входят в эту деятельность и планируют, мы, конечно же, на мой взгляд, можем обсудить, с одной стороны, такие уже устоявшиеся, вернее, соединить устоявшиеся подходы, зафиксировать запросы и пожелания новичков и соответствующим образом выработать нужные решения. Как уже вчера было отмечено, мы находимся сейчас в активной фазе разработки стратегии экспортной деятельности, но команда обучается в Чувашской Республике. Ну и задача в этом году нам эту стратегию утвердить, а самое главное, в том числе по итогам сегодняшнего обсуждения, учесть там нужные решения, нужные мероприятия, которые дадут эффект, которые окажут действенную помощь как состоявшимся экспортерам, так и новичкам, а самое главное, помогут нам занять ту нишу, которая соответствует, я бы так сказал, с точки зрения цены и качества нашей продукции. Ну и, конечно же, любое большое дело не делается в одиночку. Я призываю, чтобы мы с вами вот еще больше, объединяя усилия, вот эту работу организовали на более, может быть, не то чтобы на более высоком, чуть-чуть надо как по-другому выразить, обеспечили постоянное его совершенство на основе вот таких вот неких как бы аналитических срезов, которые будем мы с вами проводить периодически на заседании экспортного совета. Ну и, конечно же, здесь надо исходить из того, что нет предела совершенству. Да? Там это другой критерий, который нас должен постоянно сподвигать. И вот работая таким образом, мы, конечно же, с одной стороны, сделаем прежде всего самое нужное, самое главное, для чего мы работаем, обеспечим продвижение нашей продукции, а это и очевидно, когда мы с вами имеем рынок сбыта, возможность развивать производство. А если эти составляющие содержательные будут, то, конечно же, в рейтингах, которые составляются нашими коллегами из федерального уровня, мы всегда будем выглядеть достаточно хорошо и будем радоваться этим результатам. Олег Алексеевич, у меня сразу вопрос. А какой сейчас баланс, какое соотношение импорта и экспорта? Ну, я бы так сказал, он такой, который, может быть, не совсем нас устраивает. На сегодняшний день импорта существенно больше, чем экспорта. И этот дисбаланс, прежде всего, он усилился в прошлом году. Если в течение 2020-2021 года у нас, значит, баланс импорт-экспорт, он приближался все больше, что экспорт догонял импорт. Мы там дошли уже, что практически, можно сказать, даже ожидали, что если так же будет идти, мы экспортом уже превзойдем импорт. Но в прошлом году, когда ситуация резко перевернулась, она совершенно по-другому сложилась. То есть импорт вырос, экспорт снизился еще больше, чем ожидалось. В итоге у нас вообще внешнеэкономическая деятельность снизился, как я вчера сказал, где-то на 11 с лишним %. При этом пострадал больше всего экспорт. Но
на сегодняшний день уже относительно прошлого года, но при этом я хотел бы сказать, мы выросли за 2020-2021 год примерно на 20 с лишним процентов, да, там, ну, в целом, можно сказать, относительно прошлых лет не настолько критичным он оказался. Но в текущем году мы растем уже на 44% относительно аналогичного периода прошлого года по экспортно-импортным операциям. Дисбаланс импорта и экспорта, он пока аналогичный, но работа, которая на сегодняшний день значит, запущена по производству, в том числе высокотехнологичной продукции, которая, как уже сказал, автоматической, производится по самым современным мировым стандартам, я думаю, позволит в ближайшие несколько лет эту ситуацию выровнять и выйти нам на новые рынки. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что это может быть некое оправдание, но самое главное, этот фактор, вернее, он даже может являться неким риском. По-моему, вчера об этом говорили, я не помню, может, в кулуарах эта мысль была. То есть вот на сегодняшний день у нас очень большой внутренний рынок. Внутренний рынок открылся, и, очевидно, многие предприятия уже даже больше ориентированы удовлетворить внутренний спрос. И поэтому объективно экспорт падает. И вот здесь есть такой риск, как бы вот этот вот стимул работать на экспорт не припал. И вот наша задача здесь вот эту составляющую очень внимательно мониторить и вместе с коллегами, прежде всего из бизнеса, вот это экспортоориентировать, его сохранять. И самое главное, делать все, чтобы осваивать новые рынки, прежде всего азиатские. Но, на мой взгляд, правительство Российской Федерации делает все для того, чтобы это произошло. Мы с вами видим, у нас Иннопром Центральной Азии, Иннопром Казахстан. Сейчас достаточно большая работа с Индией ведется, которая нам позволит, сейчас иранское направление открывается, в том числе трасса север-юг, как бы, да, там получается транспортный коридор север-юг. Поэтому все эти мероприятия, они, конечно, в один день не дадут эффект, но в течение 2-3 лет вполне себе могут существенно, скажем так, изменить ситуацию на экспортном составляющем. Да, ну что ж, будем внимательно наблюдать за этой динамикой. Анатолий Геннадьевич, вам следующий вопрос. Скажите, а как вы оцениваете экспортный потенциал? И по традиции спрошу вас, нужно ли здесь что-то менять, может быть, с точки зрения законодательства? Может быть, нужны какие-то инициативы, новые возможности для региона, чтобы эту работу продвигать и улучшать? Доброе утро, приятного аппетита. Ну, я хотел бы отметить, во-первых, то, что иностранные компании, они мечтают вернуться на российский рынок, и поэтому те, кто почувствовал себя вольготно в новой ситуации на российском рынке, должны понимать, что геополитическая ситуация изменится, но в любом случае капиталисты в погоне за прибылью будут заходить на российский рынок разными путями, и спать спокойно не дадут. Я встречался на полях Петербургского форума с руководителем Ассоциации иностранного бизнеса. Не буду называть, они просили не пиарить. Но при этом он сказал, что где-то 100 компаний ушло, солидных, но 70 пришло вот в этот период. То есть сюда идут и будут осваивать и конкурировать с нашими компаниями. Поэтому, товарищи, не успокаивайтесь, все быстро вернется. То есть капиталист готов пойти на любое преступление для того, чтобы заработать большую норму прибыли. А пришли с Востока или с Запада? С Запада. Это был представитель, руководитель Ассоциации западного бизнеса. И он меня вселил оптимизм в этом плане. И как раз предложил очень плотно взаимодействовать для того, чтобы этот процесс, ну, скажем так, активизировать. Что касается экспорта, то одна из проблем, это, ну, поскольку я связан с финансовыми рынками и руководитель банковской ассоциации, это финансовые взаимоотношения по экспорту, импорту. И ко мне часто
по этому поводу обращаются. У меня есть поручение председателя Госдумы Вячеслава Володина, значит, совершить такой вояж, поездку по азиатским и африканским странам. Мы готовим этот визит для того, чтобы наладить взаимоотношения финансовые наших компаний с иностранными, ну, прежде всего, азиатскими и африканскими. Хотел бы предложить чувашскому бизнесу: обращайтесь. Я скажу так, некоторые банки, конечно, испытывают проблемы взаимоотношений с азиатскими банками, ну и с африканскими, но некоторые нарастили мощно просто взаимоотношения, то есть идет очень серьезный такой финансовый оборот. Я не буду называть эти банки, опять же, они просят не пиарить их, но при этом есть довольно серьезный оборот между финансовыми институтами, готовы обслуживать этот оборот. Мы, конечно, в ходе поездки постараемся интенсифицировать этот процесс. Так что, если какие-то проблемы в этом плане возникают, то мы готовы активизировать, ну и наладить нормальные взаимоотношения. Что касается экспорта, я призываю от этого направления, наоборот, даже в этом процессе активно участвовать, потому что китайцы к нам идут и создают, и не только китайцы, и вьетнамцы придут, и другие страны, и будут осваивать этот рынок, причем довольно мощно это делают и сейчас. Поэтому для того, чтобы с ними конкурировать и по качеству, и по цене, надо в том числе ориентироваться на внешние рынки, потому что на внешнем рынке вы как раз себя попробуете, прочувствуете, и если хотите развиваться, то, естественно, осваивая для того, чтобы освоить внутренний рынок, надо чувствовать себя достаточно уверенно и на внешнем. А с точки зрения валютного регулирования, как вы оцениваете ситуацию и нужны ли какие-то изменения? Ну, я скорее бизнесу. Мы стараемся реагировать. Сейчас, как вы знаете, плотно работаем над цифровым рублем, и у нас есть планы запустить процесс, в том числе на внешний рынок, то есть использование цифрового рубля. Вы знаете, в Китае цифровой юань уже достаточно активно используется еще с периода Олимпиады, и сейчас идут процессы, переговоры о том, чтобы во внешних расчетах активно использовался цифровой рубль. Ну и криптовалюты. Я говорил вчера об этом на форуме. Криптовалюты будут легализованы. Они, очевидно, их движение будет находиться под серьезным контролем, чтобы там не было злоупотреблений. Но судя по тому, моему взаимодействию с криптовалютчиками, они, наоборот, хотят, чтобы их быстрее узаконили, для того, чтобы не приходили силовики, в том числе не предъявляли претензии. Они готовы работать в таком легальном пространстве, поскольку, как я уже сказал, банки иногда опасаются взаимодействия с российскими банками и осуществлять расчеты с Россией. Вот криптовалюты, такое одно из направлений, которое будет использоваться для внешних взаиморасчетов. А по поводу курсов, как вы оцениваете нынешние курсы валют, доллара, евро, и как они отражаются на импорте и экспорте? И комфортны ли они в нынешней ситуации для и бюджета страны, и бюджета регионов, и экспортеров, импортеров, на ваш взгляд? На мой взгляд, я очень спокойно отношусь к тому, что рубль подупал по отношению к доллару, к евро. В принципе, для экспортеров это выгодно, поэтому у нас, правда, экспорт в 2 раза почти превышает импорт. И это, на самом деле, я считаю, даже проблемой для нашей страны. Но, конечно, курс валюты сегодня выгоден экспортерам. И, на мой взгляд, вполне нормален для уровня инфляции, который мы сегодня... Но это сырьевой экспорт, наверное, в значительной степени. Вы знаете, у нас вырос
Сырьевой экспорт, вы знаете, у нас есть ограничения по нефти, газу. И очевидно, что мы в значительной степени то превышение экспорта, которое имеем над импортом, связано с перерабатывающей промышленностью. То есть мы не за счет сырья нарастили и имеем такое давление, преимущество экспорта над импортом, а за счет поставки готовой продукции. То есть многие устремились на внешние рынки, ну и молодцы, здорово. Я призываю наших тоже в этом участвовать в процессе, готов помогать. Спасибо вам большое за выступление. Замучил я вас вопросами, Анатолий Геннадьевич. Пожалуйста, присаживайтесь. Приятного аппетита. Да. Дмитрию Краснову хотел бы передать слово. Дмитрий Иванович, мы вчера говорили много о ESG-повестке, так называемой, в том числе зеленой. Насколько, на ваш взгляд, сейчас инвесторы и клиенты компаний, в том числе работающих в Чувашии, обращают внимание на эту повестку, в том числе и на зеленую составляющую, ну и в целом ваша оценка в нынешний момент экспортного потенциала? И куда мы движемся, что мы развиваем, на что обращаем внимание, что собираемся менять? Ну, прежде всего, уважаемые коллеги, доброе утро. Рад всех видеть. Практически полный состав после вчерашнего первого дня. Сегодня, да, мы действительно проводим экспортный совет. Во-первых, внимание к экспорту в регионе, считаю, что поднялось. Сам экспортный совет глава возглавил. Это тоже сигнал, то, что экспорт имеет приоритет, важность. Олег Алексеевич всегда повторяет, что если мы можем экспортировать, это гарантия качества продукции, цена качества. Поэтому все, кто выходит на экспорт, у кого получается выйти на экспорт, для нас это понимание того, что поддержка таких предприятий, в том числе на внутреннем рынке, она, конечно, должна в том числе усиливаться. Но если говорить в целом про состояние текущих дел, в 2020 году где-то вот объем внешней торговой деятельности у нас от 550 до 650 миллионов долларов ежегодно. В 2020 году где-то 540, в 2021 где-то 640, и в 2022 мы опять вернулись где-то на планку 550 миллионов долларов. При этом в структуре и сальдо внешней торговой деятельности у нас, мы смотрели в 2020 году экспорт 85% от импорта, то есть отрицательное сальдо торгового баланса было. В 2021 почти выровнялись, там где-то вот 300 миллионов экспорта, 320 импорта. Конечно, после событий у нас импорт значительно увеличился, причем существенно. Экспорт минус 25%, время. Но скажу, что вот за... Почему так произошло? То есть экспорт был в основном рассчитан на Запад? Но у нас в основном не сырьевой экспорт, не энергетический, не сырьевой экспорт. У нас в основном экспортируется высоко, так скажем, технологичная продукция, пищевая продукция уже с высоким уровнем передела, не сырье. В Чувашии экспортируют, по сути, товар, изделия уже с более высоким уровнем переработки. Безусловно, в условиях, когда и рынки закрыли западные, и полностью перестраиваются логистические цепочки, нужно время, чтобы бизнесу адаптироваться. В том числе и с импортом комплектующих, компонентов, с учетом удорожания материалов и так далее, и так далее. Прошла вот эта естественная перенастройка. Но скажу, что мы недавно фиксировали итоги, за по итогам мая 2023 года у нас экспорт впервые увеличился. То есть у нас отмечается рост экспорта за этот период. И в целом скажу, что внешнеторговая, и в целом насчет внешней торговли у нас выросла порядка на 40% за этот период. В основном, конечно, за счет импорта, но тем не менее экспорт начинает уже оживать потихоньку. И мы видим новые страны, видим, что, наверное, торгово-промышленная палата не даст соврать, что уже оформляются новые сертификаты, новые документы на экспорт новых, так скажем, экспортеров в новые страны, на новые рынки. Это тренд, да, это тренд, то, что мы сейчас переориентируемся. И наша задача в том числе не просто допустить бездумно импорт всего и вся. Это тоже, наверное, и один из принципов устойчивого развития. И важно найти вот этот баланс, что интереснее. Пустить сюда, условно, китайцев по широкому спектру оборудования, изделий, либо дать поддержку местным
производителям, чтобы они стали еще более конкурентоспособными и находили новые рынки. И как вы отвечаете на этот вопрос? Но мы вот совместно с командой Минпромэнерго и с промышленниками со всеми понимаем, что усиливаем сильное, и там где не хватает каких-то нюансов, компонентов, изделий, безусловно, нужно искать торговых партнеров. Поэтому кластеризация экономики промышленной, она, безусловно, дает нам фокус на те рынки, на те отрасли, где у нас и у самих компетенции вполне. Не знаю, электротехника, тракторостроение. Зачем нам еще один трактор-производитель в Чувашии или в России? Если у нас есть свой, мы, конечно, будем поддерживать своих. Но при этом вот этот баланс, где партнерство имеет ключевое значение, в том числе, ни один трактор не собрать без компонентов, без комплектующих, которые пока мы еще не можем производить. И тренд на технологический суверенитет, импортозамещение, безусловно, это наш вызов, это наша задача, и максимально мы используем эти возможности, в том числе, чтобы именно дружественных партнеров, так скажем, из стран, приглашать на те инвестиционные ниши, где нам не хватает пока еще своих компетенций и возможностей. Но это тоже про устойчивое развитие. Я считаю, что если мы сохраним устойчивость тех же самых производственных циклов, планов производства по разным направлениям, безусловно, для нас это и стабильность производства, и это рабочие места, и налоги, и жизнедеятельность, в принципе, города, региона, и с точки зрения и бюджетной эффективности, и прочих составляющих. Ну, а в целом, конечно, происходят большие перемены с точки зрения перенастройки всего экспорта и международных дел. Большую нам поддержку, безусловно, оказывает. Вот и вчера тоже приезжали руководители РЭЦ, Вероника Олеговна. Безусловно, они нам дают большую поддержку, но, как мы вчера говорили, она такая еще рассинхронная. У каждого региона свои плюсы, свои возможности, бюджетные и так далее, и так далее. Меры государственной поддержки федерального уровня, которые в основном и за счет них поддерживается экспорт, конечно, они несоизмеримы с теми задачами и с теми вызовами, новыми вызовами в регионах, особенно с недостаточным бюджетным финансированием с точки зрения региональных возможностей. Мы эти вопросы проговорили и то же самое обсудили перспективу продления национального проекта в части Дмитрий экспорта. чуть выше микрофон попрошу держать. Извиняюсь. Обсудили возможность продления национального проекта по поддержке экспорта на следующие года, 25-е, 30-е года. Потому что видим, что потребность есть, рост есть, рынки российские, хоть они открылись, но тем не менее возможности наших производителей значительно шире, и мы точно можем выходить на рынки. Точно можем выходить на новые рынки, нам есть с чем выходить. Насколько комфортно работа строится с нашими коллегами по Евразийскому союзу? Казахстан, Белоруссия, там какие-то есть сложности с сертификацией, с какими-то юридическими тонкостями? Ну, знаете, в этом году уже не одна делегация, как Олег Алексеевич говорил, к нам приезжала, наши коллеги выезжали, и мы сами присутствовали и посещали страны. Чувствуется этот настрой и сигнал, наверное, на взаимодействие, на сотрудничество в странах Средней Азии. Узбекистан, Таджикистан, партнеры из Турции, Ирана, китайцы активизировались значительно. То есть они тоже чувствуют, они этот момент времени ловят с тем, чтобы заходить на ниши, на рынки, там, где раньше было не пробиться. Поднялся градус именно делового такого сотрудничества в части поиска возможных ниш и точек, где можно найти себе применение. Я считаю, что уровень взаимодействия и по экономике, и по международке он вырос. Причем наполнился конкретным содержанием. Не просто формальная, так скажем, приветственность, и вежливость, а именно все ищут какие-то возможности. Что у вас есть? Так, раз, два, три, четыре, пять. И уже скорость принятия решений увеличивается, и мы видим, что есть потенциал. И поэтому настраиваем, в том числе наших и производителей, и бизнес, более активно выходить на рынки, не бояться. Земля намного меньше, чем кажется, и не надо этот страх в себе держать, что мы не сможем выйти на рынки. А сертификация, ИСТ-1 и так далее, все, что оформляется, безусловно, нужно упрощать. Упрощать время выхода на рынок. РЭЦ нам в этом очень сильно помогает. Центр экспортной поддержки, безусловно, как региональный центр компетенции по поддержке экспорта, безусловно, должен обладать всеми компетенциями и ресурсом. Вчера речь шла про стратегию.
В этом году у нас планово должна быть принята экспортная стратегия. Как раз команда Чувашии проходит обучение в Москве по программе «Школа экспортеров», РЭЦ проводит ее. Там формируется новый федеральный проект и продление регионального проекта по экспорту. Но там обращаю внимание, что большой упор именно на предприятия, чтобы они открывали свои экспортные стратегии с тем, чтобы мы могли понимать, какие меры финансовой и нефинансовой поддержки могут быть для них востребованы. И у каждого региона специфика своя. Да, ну что ж, посмотрим на этот документ, на этот план. Будет интересно оценить его, когда он будет готов и представлен. Сейчас хотелось бы подключить к нашей дискуссии представителей других государств, в частности, представителей Республики Беларусь. В зале присутствует заместитель министра связи и информатизации Республики Анна Рябова. Анна Николаевна, попрошу вас прокомментировать, как вы оцениваете сотрудничество торгово-экономическое между Чувашией и Беларусью. И, может быть, вы в целом расскажете про Евразийский союз, насколько сейчас существуют какие-то барьеры, препоны или, наоборот, удалось с ними справиться? Доброе утро, уважаемые коллеги. Очень приятно вас еще раз всех поприветствовать. Вы знаете, что у нас, наверное, в Чувашии такой, вот мы с Виктором Викторовичем, послом нашим, обсуждаем такую ситуацию устойчивого роста в нашем взаимной торговле. То есть это очень приятно, потому что она, как, надо сказать, с одной стороны, достаточно есть устойчивые позиции, по которым мы торгуем, с другой стороны, они постоянно модифицируются, наращиваются. Я со своей стороны представляю IT-сферу. У нас сейчас очень интересное взаимодействие в рамках IT-проектов. Мы надеемся на их расширение. Мы услышали очень много нового на этом форуме. Честно говоря, я вообще была очень приятна и многими вещами очень удивлена уровнем дискуссий, уровнем представления различных проектов, различных направлений. В рамках Евразийского союза, то, что вы спрашиваете, барьеры, безусловно, какие-то остаются. Это естественные вещи, которые в торговых отношениях, наверное, были, есть и будут. Но учитывая, что мы в союзе нацелены на их преодоление, это дело, как говорится, житейское и преодолимое. В отношениях с Чувашией у нас проблем нет, и мы надеемся, что будут не проблемы, а только удачи и успехи. Спасибо большое. А в каких областях, может быть, какой-то список товаров вы можете назвать, который экспортируется, допустим, из Чувашии в Беларусь? Вы знаете, или тут, наоборот? наверное, вот мы Виктора Викторовича подключим, чтобы он тут конкретизировал. Да, пожалуйста, представьтесь только, будьте любезны. Добрый день. Я руководитель отделения посольства в Республике Татарстан. За отделением посольства закреплена Республика Чувашия. Наверное, мы, когда идем или приезжаем в Чебоксары, мы видим общественный транспорт. И 2 года назад 68 троллейбусов Республика Беларусь поставила в Чебоксары. И я считаю, что город преобразился с этим общественным транспортом. А если брать поставки из Чувашской республики в Республику Беларусь, то, наверное, таким ключевым и масштабным можно назвать продукцию электрооборудования, поставленное для построенной атомной электростанции в Республике Беларусь. Большая часть щитового и автоматического оборудования, она поставлена из Чувашской республики. Поэтому здесь у нас синергия. А если в цифрах говорить, то я уже вчера Олегу Алексеевичу говорил, мы ежегодно переваливаем за $100 миллионов по товарообороту. Если брать 5 месяцев этого года, то у нас уже более 40 миллионов товарооборот между республиками. Экспорт-импорт, он плавающий, то преобладает экспорт из Республики Беларусь, иногда преобладает импорт из Чувашской республики. Поэтому... Да, спасибо вам за комментарий. Обратил внимание, что Олег Алексеевич покинул зал, дал мне сигнал глазами, что вынужден ненадолго уйти. Надеюсь, он присоединится вновь к нашей дискуссии. Видимо, какие-то неотложные дела. Но мы продолжаем, и давайте попросим генерального консула Республики Таджикистан в Уфе Тимура Рахимова прокомментировать тоже сотрудничество между Чувашией и Таджикистаном. Господин Рахимов, как вам комфортней? С места, да, пожалуйста. Если хотите, можно подняться на сцену, да, с этим микрофоном. Да, если вам так удобнее. Сюда, пожалуйста, давайте. Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы поприветствовать всех участников уважаемых данного форума
и пожелать им плодотворную работу. Уважаемые коллеги, дамы и господа, прежде всего хочу выразить искреннюю признательность правительству Чувашской Республики за приглашение принять участие на Чебоксарском экономическом форуме. Как вы знаете, основная цель форума – популяризация принципов устойчивого развития субъектов Российской Федерации. В этом контексте следует отметить, что Чувашская Республика, как один из регионов, определяющих потенциал российского государства, и вносит свою весомую лепту в укрепление могущества Великой России. Промышленность в регионе занимает из ведущих мест, и рост промышленного производства позволяет ускорить темпы экономического развития республики. И сегодня Чувашская Республика стратегически развивается. Считаю необходимым особо отметить усердие и ценный вклад правительства Чувашской Республики во взаимодействии и укреплении всесторонне-таджикско-российского регионального сотрудничества. Сотрудничество Таджикистана и России прочно связано традиционными узами дружбы и взаимного доверия, в основе которых лежат долгосрочные интересы и принципы стратегического партнерства будут и впредь углубляться. Стратегическое партнерство между нашими странами обогащается все новыми примерами плодотворного сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонних и многосторонних связей. Правительство Республики Таджикистан придает исключительно важное значение укреплению двусторонних связей с регионами Российской Федерации, рассматривая это как ключевое звено многогранного таджикско-российского стратегического партнерства. В этом контексте следует отметить, что регионы Таджикистана придают высокое значение региональному сотрудничеству в экономической области с регионами Российской Федерации. Взаимодействие на уровне регионов и хозяйственных субъектов открывает новые перспективы для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Безусловно, торгово-экономическое сотрудничество является одним из приоритетных направлений в комплексе отношений между регионами Таджикистана и Российской Федерации. На наш взгляд, необходимо увеличить объемы и расширить структуру торговли между странами, расширить сотрудничество и в инвестиционной сфере, переработки и производства конкурентоспособной экспортной продукции. Это предполагает активный взаимный поиск новых путей диверсификации торгово-экономических связей. Мы знаем, что Чувашская Республика обладает большим потенциалом в целом ряде сфер промышленности и аграрном секторе. И рассчитываем на то, что нынешний форум позволит выявить новые направления для взаимовыгодного сотрудничества. Регионы Таджикистана заинтересованы в развитии взаимовыгодных отношений между Чувашской Республикой в областях экономических и культурных сотрудничества, промышленности, туризма, торговли, образования и в других сферах. В этом контексте можно рассматривать вопрос расширения сотрудничества с регионами Таджикистана. Господин Рахимов, да. Я прошу прощения, что перебиваю, поскольку у нас формат скорее диалоговый, дискуссионный. Да, расскажите, как вы оцениваете это сотрудничество? Сейчас я Может как быть, раз что-то объем, вот то, что вы есть какие-то экономически предложения? делец говорили, я буду сейчас анализировать. Вот я ночью анализировал полностью двусторонние Да, я отношения. понимаю, просто чтобы это не было больше похоже на доклад, а больше на дискуссию, может быть, своими словами вы Это расскажете. мои слова. Да, я имею в виду. Следует отметить, что сотрудничество без, между регионами Таджикистана суфлера. и субъектами Российской Федерации очень важное значение для дальнейшего развития и углубления таджикско-российских отношений. В 2022 году объем взаимного внеторгового оборота с Российской Федерацией увеличился на 20,7% по сравнению с 2022 года. Удельный вес товарооборота с Российской Федерацией в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Таджикистан составил 22,3%.
и находится на первом месте в структуре внешнеторгового оборота Республики Таджикистан. А за январь-май 2023 года объем взаимного внешнеторгового оборота с Российской Федерацией увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5%. Удельный вес товарооборота с Российской Федерацией в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Таджикистан составил 24,8% и находится на первом месте в структуре внешнеторгового оборота Республики Таджикистан. Доля Таджикистана в экспорте Чувашской Республики составляет 5,2%. За 9 месяцев нынешнего года внешнеторговый оборот Чувашской Республики с Республикой Таджикистан увеличился на 8% по сравнению с предыдущим годом. Вы довольны этой динамикой? Как? Вы довольны этой динамикой? Мы довольны, конечно. Это Довольны? увеличение идет, рост торговли оборот. Ну, вы эту динамику считаете это достаточно мощной, или можно есть потенциал для того, чтобы ее еще увеличить? Ну, и увеличивается, потому что это первый квартал. Это первый квартал нынешнего года. В завершение хотел бы отметить, что Таджикистан имеет огромные возможности для взаимодействия в таких сферах, как энергетика, горнорудная промышленность, производство строительных материалов, пищевая индустрия, сельское хозяйство, туризм. И мы заинтересованы в том, что привлекать инвестиции в эти отрасли. На сегодняшний день мы тесно сотрудничаем с различными российскими компаниями в данных направлениях. И подключение Чувашской Республики к этому процессу будет только приветствоваться. Мы с оптимизмом смотрим в перспективу углубления связей с Чувашской Республикой и готовы поддержать любые начинания, позволяющие поднять планку нашего сотрудничества. Надеюсь, что сегодняшний форум будет способствовать тесному сотрудничеству и обозначить новые возможности и перспективы партнерства. Спасибо. Тимур Зинович, да, благодарю вас за программное выступление. Пожалуйста, занимайте свое Думаю, место. что вы поняли мой взгляд. Да, я понял, что вы позитивно Чувашской оцениваете, Республики. позитивно Спасибо. оцениваете рост оборота. Будем надеяться, что он будет еще увеличиваться, и в следующем году эти цифры вырастут еще. Давайте поприветствуем торгового атташе Генерального консульства Республики Турция в Казани Мерве Баята. Здесь нам, наверное, потребуется помощь переводчика. Может быть, лучше с места? Мне кажется. Ну, давайте попробуем. Хорошо. Мне бы не хотелось, чтобы у нас наш деловой завтрак и неформальное общение превращалось в серию докладов, но если гостям так комфортнее и удобнее, конечно, мы им дадим такую возможность. Собственно, вопрос тот же. Как оцениваете взаимное сотрудничество между Чувашией и Турцией и какие видите перспективы? Kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Уважаемые участники, всех вас приветствую. Hepinizin bildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerine büyük önem vermektedir ve bu durum ikili ticaretine de yansımaktadır. Как вы все знаете, Турция придает большое значение отношениям и торгово-экономическим отношениям с Россией, и такие же отношения важные она отдает Чувашии. 2022 yılında ihracatımız %60'ın üzerinde artış göstermiş. İkili ticaretimiz de 2 katının üstüne çıkarak 68 milyar dolara yaklaşmıştır. В 2022 году отношения с Россией увеличились по экспорту на 60%. Товарооборот увеличился в 2 раза и достиг 68 миллиардов долларов США. Öte yandan Çuvaşistan ile olan ilişkilerimizin, Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerimizin, ticaretimizin bir bileşeni olduğunu düşünüyoruz. Также мы оцениваем отношения с Чувашией как важные отношения между Россией и Турцией. Karşılıklı ticaretimizin potansiyelinin altında olduğunu düşünüyoruz. Также мы думаем, что отношения с Чувашией не достигли нужного уровня. Ve ticaret hacmini artırmak için her iki ülkenin de yoğun çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz. Верим в то, что две стороны должны стараться, чтобы наш товарооборот увеличился.
Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki Çuvaşistan'ın ihtiyaç duyduğu kimya, makine, demir, çelik gibi birçok farklı sektörde Türkiye Cumhuriyeti üretici konumundadır. Хочу отметить, что сектора, в которых нуждается Чувашия, как химическая, машинная, черная, металлургическая промышленность, все это есть в Турции. Karşılıklı ticaretimizi artırmak için ticaret odalarımız arasındaki ilişkinin artırılmasının gerektiğine inanıyoruz. Верю в то, чтобы увеличить наш товарооборот, отношения между торгово-промышленными палатами должны тоже увеличиться. Bu bağlamda stratejik konumu, genç ve yetenekli iş gücü, kapsamlı teşvik programları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kapıları Çuvaşistanlı yatırımcılara sonuna kadar açıktır. Молодое квалифицированное население и также господдержка и также остальные вещи, которые есть в Турции, все они открыты для чувашских предпринимателей, для чувашских инвесторов. Özellikle sektörel alım heyetleri düzenlenmesi ve yerinde ziyaretleri yapılmasının ikili ticaret hacmini artırmada önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Очень важно, чтобы наши отношения увеличивались благодаря закупочным делегациям между двумя странами. И благодарю вас за внимание. Прошу прощения, а турецкие инвесторы в Чувашию собираются? Tabii ki alım heyetleri düzenlenip buranın tanıtılmasını sağlanması sonucunda onlar da Rusya'ya yatırımlara büyük önem veriyorlar. Çuvaşistan da tabii ki önemli bir yer ve yatırım yapmayı tabii ki düşünürler. Да, конечно, турецкие предприниматели думают о Чувашии и планируют проводить здесь закупочные делегации и оценивают Чувашию как важного партнера. А можно уточнить, какие товары и какие интересные сектора экономики? Hangi sektörlerle Türk iş adamlar Çuvaşya ile ilgileniyorlar? Hangisini söyleyebilirsiniz? Hangisi? Yani hangi sektörler mesela hani Türkiye'nin iş adamları buraya gelip de ilgileniyorlar Çuvaşya'da? Genellikle makine sektöründe ve kimya sektöründe Türk yatırımcılar Rusya ile ilgileniyorlar. Burası da aynı şekilde makine sektörü yoğun bir şekilde gelebilir. В основном турецкие инвесторы интересуются машиностроением Чувашии и химической промышленностью. В принципе, по этим секторам они могут сюда прийти. То есть рубашки и носки в Турции чувашские покупать не будут? Yani o zaman gömlek, tekstil eşyaları Çuvaşistan'dan almazlar Türk iş adamları. Üretiyorlar çünkü. Üretiyorlar burada çünkü. Yani burada ürettikleri için tekstil iş adamları herhalde almazlar değil mi? Yani tekstil. Türkiye tekstil konusunda çok güçlü bir ülke ve tekstil konusunda nasıl bir alım olur onu bilemiyorum. Турция очень сильный производитель текстильной промышленности, поэтому я пока не представляю, как это может быть. Госпожа Баята, тешкюр эдерим. Спасибо вам за выступление. Спасибо. Пожалуйста, занимайте свое место в зале. Давайте поприветствуем генерального директора Берут компании из города Баку, Республика Азербайджан, Илхам Алмамадов в зале присутствует. Добро пожаловать на наш деловой завтрак. Какие вы видите перспективы взаимовыгодного сотрудничества Чувашии и Азербайджана? Может быть, какие-то конкретные тоже сектора экономики назовете? Добрый день, уважаемые друзья. Очень рад вас видеть на этом форуме. Спасибо большое за приглашение. Во-первых, я очень хотел вас всех поздравить с Днем Республики Чувашия. Вчера был День молодежи в этой стране, и сегодня День Республики. И есть надежда на то, что есть хорошие надежды на будущее. А отношения то, что между Чувашией и Азербайджаном, я с 1989 года сотрудничаю с Россией, работаем на сфере строительных бизнесов. И в прошлом году на выставке в Азербайджане появилась возможность познакомиться с представителями Чувашии
по строительной сфере, и у нас возобновилось сотрудничество, и она развивается, и надеемся, что это развитие займет свое место в хорошем случае. И благодарю за приглашение Захарова Артема за то, что нас пригласили сюда. Мы, наверное, откроем новый мир с помощью Чувашии, потому что Чувашия не изученный рынок и для Азербайджана, и Азербайджан для Чувашии. Я надеюсь тому, что в будущем будет возможность создавать торговый дом Чувашии в Азербайджане, чтобы была возможность представить все продукции, произведенные в Чувашии, и можно будет в будущем создавать дом торговли Азербайджана с Чувашией, чтобы мы могли представить азербайджанские товары в Чувашии. О каких товарах идет речь? Мы в основном занимаемся по строительной сфере, но у Азербайджана большая возможность по сельскохозяйственных продукциях, которые там в основном по фруктам. Ну, так как Азербайджан является нефтяной страной, но второе место занимает по экспорту помидоры в Азербайджане. На первом месте нефть, а на втором месте помидоры. И мы очень надеемся, чтобы возможность будет напрямую поставить сюда сельскохозяйственную продукцию. Дмитрий Иванович, насколько мы заинтересованы в азербайджанских помидорах в Чувашии? Но мы в целом заинтересованы в том, чего у нас нет. Но я так понимаю, сейчас вот министр сельского хозяйства скажет, что у нас помидоры растут, и в объеме, которые там превышают и полностью покрывают нашу потребность. Но тут конкурировать надо, смотря какая цена. Поговорим. Ну, обязательно надо поговорить по этому. Да. Ну, а если говорить, в принципе, про сотрудничество, Дмитрий Иванович, как вы оцениваете с Азербайджаном, с Турцией, мы говорили о Таджикистане, какие товары могли бы быть интересны и какие сферы вы планируете развивать? Ну, опять же, я остановлюсь, наверное, на том, что у нас есть своя специфика, вот кластерная, да, и уникальные какие-то продукты, которые точно востребованы, и мы знаем, где они продаются. Вся электротехника. Еще с советского времени многие объекты энергетики и сетевого хозяйства были построены по тем стандартным принципам, где ключевые компоненты были как раз те, которые производятся здесь в Чувашии. Поэтому для нас экспорт электротехнической продукции, всего того, что связано с обеспечением надежности электросетевого хозяйства, цифровые подстанции, оборудование, турбины и так далее, все, что для энергетики, насосы там, да, и приводы для насосов, это все то, что, в принципе, вы используете. Но здесь нам нужно конкурировать с вашими западными партнерами, с кем работает Азербайджан, но мы хотим на этот рынок выйти. У нас очень качественная сельская, агропромышленная продукция, качественная. Вот сейчас вот есть интерес посмотреть на халяльный рынок, да, с точки зрения возможности выхода, в том числе на страны тюркоязычные. Мы тоже тюркоязычные, но православные. А вот на тюркоязычные страны, которые халяльную продукцию потребляют, ну, здесь мы тоже, наверное, можем стать таким партнером для стран, где есть большая потребность в продуктах питания. А здесь у нас чисто, экологично, здесь у нас качественно. И вот как раз цепочки логистические, которые можно с вашей помощью выстроить на Кавказ или там на Среднюю Азию, безусловно, в этом и заинтересованы. В плане импорта, но прежде всего мы хотим приглашать инвесторов не просто, так скажем, на все подряд, а именно те, которые соответствуют нашим стратегическим задачам. Мы понимаем, где нам не хватает каких-то там, не знаю, элементов в конечной продукции, которую мы производим. Не знаю, там, это, наверное, оскомина для всех пока. Электронная компонентная база, может быть, не про Азербайджан, но в целом про логику, что там, где нам чего-то не хватает в производстве конечного продукта, мы здесь очень заинтересованы. Дело раз, приоритет. Приходите, производите, дадим все, что хотите в плане площадок, льгот и так далее, особо экономическая зона.
ну, либо продайте нам в том объеме и в той цене, которая необходима для восполнения запасов и производства всего необходимого. Вот вы сказали об электронной базе, кстати говоря, там та же Турция, Таджикистан, Азербайджан, другие страны могут стать посредниками при закупке? Они уже посредники. Вот на самом деле рост импорта в Узбекистане, Таджикистане, в Турции, в Азербайджане. Мы же видим рост импорта, но это не значит, что они стали продавать нам, импортировать сюда что-то новое. Ну, я имею в виду, из своего производства. Скорее всего, здесь, ну, понятно, какой-то параллельный импорт идет. И в условиях беспрецедентных просто мер давления на нашу экономику, понятно, логистическая цепочка нарушена, мы ищем возможности поставок сюда необходимой нам компонентной базы и комплектующих через дружественные страны. Поэтому импорт растет, в том числе по этой причине. Но хочется традиционного, естественно, так скажем, торгового оборота, внешнеторгового, ну, как и везде, торговля двигатель экономики. Сначала, не знаю, там, научись продавать, потом, если видишь, есть рынок, сбыт, научись производить. Мы готовы с любой страной, и вот сегодня, наверное, впервые такое количество представителей иностранных государств. Опять же, это сигнал и нам, что ищут рынки, ищут возможности. Мы этот сигнал читаем, очень бережно к нему относимся, и свою команду, и предприятия также настраиваем на то, чтобы они проактивно выходили на новые рынки, новые страны. В этом ничего страшного нет, а инструментарий и поддержка федерального центра, она точно сделает экспорт понятным, а все вот эти шаги выхода на экспорт, значит, ну, там, за ручку проведем, покажем, как нужно, там, не знаю, поставить ту или иную продукцию в ту или иную страну. Да, коллеги, благодарю вас, пожалуйста. Да. Хотелось бы поговорить о роли банков. Вы упомянули государственную поддержку участников внешней экономической деятельности. Ключевую роль играют кредитные организации в этом вопросе, как мне представляется. Хочу предоставить слово заместителю управляющего Чувашским отделением Сбербанка Марине Михайловой. Марина Владимировна. Да, доброе утро вижу вас, всем. Да. Как вы оцениваете роль банков? Насколько банковский сектор активен и какие возникают сложности, которые мы все вместе здесь за этим завтраком могли бы решить? Я прежде всего хочу всех поздравить с Днем Республики. И мне кажется, все, кто вчера были на пленарном заседании, там воодушевились нашим роликом. И я надеюсь, что в следующем году в ролике уже будет звучать не каждый житель России, да, пользуется продукцией, сделанной в Чувашии, а там, не знаю, 10-й, 5-й, 2-й житель земли пользуется продукцией, которая производится на территории Чувашии. Если возвращаться к вашему вопросу про реальный сектор, про банковский сектор, ну, мы, понятно, видим, что идет адаптация, мы видим, что восстанавливается импорт, мы понимаем, что в структуре расчетов, ну, безусловно, там снижаются токсичные валюты, тенденция к переходу на национальные валюты. И, безусловно, наверное, еще есть один инструмент, про который говорил Анатолий Геннадьевич. Это цифровая валюта, которая сейчас недооценена, она не используется так широко, как могла бы использоваться. И тут, наверное, две причины. Первая причина в законодательстве, и я так понимаю, что Дума настроена исправить эту ситуацию. И вторая история – это инфраструктура. То есть для того, чтобы выпускать цифровую там, валюту, да, необходима определенная платформа. И вот здесь нам всем вместе нужно поработать. А вот очень интересный вопрос про цифровые валюты, раз вы его затронули. А как это должно работать? Ведь для многих сейчас цифровая валюта – это что-то такое очень абстрактное, не очень понятно, как работающее, не очень обеспеченное чем-либо, ну, для, так скажем, пользователей рядовых. Может быть, вы проясните, расскажете, вот как бизнес с этим должен работать, как вам это видится? Где и что они должны купить, что это должна быть за валюта? Кому они должны ее передать, какие товары за это получить. Если речь идет о биткоине, хорошо, это более-менее понятно, да? И то там масса вопросов по поводу контроля и по поводу надежности всех этих инструментов. А как видится Сбербанку эта работа?
Мы как банк пока, то есть вообще, если говорить про цифровые финансовые активы, да, это такие две веточки. Первая – это непосредственно цифровые финансовые активы, чем мы как банк уже сейчас занимаемся. Это такой инструмент, быстрый инструмент, без участия банка, когда на платформе два B2B, да, то есть две организации могут в отношении друг друга выпускать долговые обязательства. И вот эти долговые обязательства, они могут предъявляться как вексель, как облигация, да, они могут продаваться на этой площадке, и банк просто дает инфраструктуру, площадку для обращения вот этих долговых, скажем так, да, цифровых финансовых активов. Почему это должно быть зарубежным партнерам интересно, если речь идет не о какой-то, на данный момент распиаренной и известной цифровой валюте, например, как тот же биткоин или этериум или еще что-то из этой серии? Потому то есть вот если будет цифровой тенге, да, как вчера мы говорили на пленарном заседании, почему участники рынка должны им заинтересоваться и начать пользоваться, на ваш взгляд? Для нас, как для России, сейчас это интересно, потому что это такая нейтральная площадка, то есть на которую не распространяются санкции, да, и по-хорошему собственник этой площадки, он определяет правила игры, скажем так, да, то есть а вторая ветка, да, кроме облигаций, это как раз идет цифровой рубль, криптовалюта, да, это такая нейтральная валюта, да, скажем так, в которую могут конвертироваться рубли, а из нее уже могут конвертироваться в любую валюту, в том числе и в токсичную. То есть, для нас это такая возможность обхода санкций. Интересно. Очень любопытно, как это будет работать. Может быть, я недостаточно просвещен в этом вопросе. Действительно, это перспективная история. Несомненно, так и есть. Но мне пока не очень понятны механизмы реализации создания новых этих криптовалют. Мы общаемся с бизнесом, мы понимаем, что это востребовано. И на самом деле многие готовы и майнить крипту, да, и проводить расчеты в ней. Проблема в том, что законодательство пока не урегулировано, не отрегулировало этот процесс. Как только будет прозрачный инструмент законодательства, я думаю, что за криптовалютой будущее. Вопросов действительно много. А что касается традиционных валют, того же доллара, евро, как сейчас вы обеспечиваете внешнеторговую деятельность для участников рынка? Мы, как Сбербанк, как и большинство, да, крупных банков, безусловно, попали под санкции. Мы отключены от SWIFT. Но хорошая новость в том, что мы уже к этому адаптировались. Если говорить про структуру платежей текущих, то уже 70% Евразийского союза рассчитывается в рублях, порядка 16% экспорта с Китаем проходит через юани, в импорте это 23%. Вообще наиболее востребованные валюты – это рубли, юани и, как ни странно, рупии. И второе направление – это расчет в национальных валютах. То есть это Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, это Иран, это Объединенные Арабские Эмираты, и даже в национальных валютах мы работаем с Вьетнамом. По направлению, как ни странно, Индия – это прям шикарное направление. У нас, как у банка, там есть филиал. Как происходят расчеты, то есть поскольку там наш филиал, да, соответственно, расчеты в Индию проходят в рублях. То есть это условно, как мы бы из Чебоксар отправили платеж в Москву. Да, участники бизнеса говорили, что здесь сложность в том, что номинирована стоимость товаров, услуг, какого-то продукта все равно в тех же долларах зачастую. Просто потом это переводят в юани или в рупии. Да. И, собственно, все равно привязка идет к долларовой цене. В контрактах так и делают на самом деле. То есть, допустим, условно цена изделия может быть номинирована в долларах, а уже валюта расчета может быть иной. То есть это могут быть рубли, это могут быть рупии, то есть в зависимости от того, контрагент на той стороне в чем готов получить платеж. Понятно, да, спасибо вам за комментарии. Давайте дадим слово президенту Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики Игорю Кускарину. Игорь Владимирович, хотелось бы ваш комментарий получить. Вы, я насколько понимаю, один из основных участников внешнеторговой деятельности республики. Как вы оцениваете эту работу, какие сложности видите и какие перспективы? Спасибо большое, уважаемые коллеги. Всем доброго утра, приятного аппетита. И какие можно отметить некоторые нюансы в нашей деятельности. Вы правильно сказали, что мы одни из, постоянных участников процесса внешнеэкономической деятельности. Мы для себя определили 7 сейчас главных направлений, и в разной степени они, востребованы
в тот или иной момент времени, значит, по-разному. Что это? Ну, традиционная наша деятельность – это проведение экспертизы и сертификации для целей внешнеэкономической деятельности. Ну, в год мы приблизительно делаем около 5000 таких вот, значит, процедур выполняем. Причем в последние пару лет немножко снизилось, как уже многие здесь отметили, вот это, так сказать, экспорт. Но мы видим, что догоняет. Вот в 2023 году за полгода почти уже мы смотрим, что ситуация выравнивается. Некоторые игроки подсели, не буду называть, как говорится, некорректно это, но зато появилось много предприятий малых и средних, которые начинают выходить на рынок. И вот на экспорт, извините, вот и здесь как раз мы сосредоточились на информационной поддержке, поиске, оказании помощи в поиске деловых партнеров. Дальше проверка надежности партнеров. Это очень сейчас востребованная такая тема. Значит, проверка надежности по разным каналам, значит, того ли партнера мы выбрали. Ну, конечно, маркетинговые исследования сейчас востребованы все больше и больше. Исследования рынков имеется в виду. И вот на одном моменте хочу остановиться. Очень актуальная тема – это обучение. Потому что и ротации произошли, и, значит, смена, особенно новые игроки на рынке, так сказать, внешнеэкономической деятельности, да, значит, первый вопрос, как, с чего начать там и так далее. И вот мы видим одну из главных задач здесь, синхронизацию наших усилий с инфраструктурой поддержки, ЦЕП, значит, Агентство инвестиционного развития, я не знаю, там АПМБ и так далее, синхронизировать наши планы по просто тотальному обучению участников ВЭТ, вот всем этим премудростям и так далее. Вот мы видим для себя 7 таких задач, значит, главных, и мы понимаем, что, сказать, изменились все ориентации сейчас на восток, там, на другие страны. И мы большое внимание сейчас будем уделять именно и онлайн, и офлайн деловым миссиям и участием в выставках. Вот в этом мы видим свою задачу и взаимодействие с правительством, с Минэкономразвития, с инфраструктурой поддержки малого бизнеса, средней, и, конечно, с нашими экспортерами. Какая-то поддержка со стороны государства, опять же, в законодательном плане, может быть, нужна? Ну, поддержка определенно есть через РЭЦ, ЦЕП, Центр поддержки экспорта. Здесь, мне кажется, надо больше еще обращать внимание на защиту внутреннего рынка, как это делают очень многие страны, и наоборот на преференции, значит, когда мы поставляем что-то на экспорт. Здесь это не быстрая, к сожалению, процедура, они связаны там с обращением правительства там, и так далее, но вот хотелось бы пожелать быстрее реагировать на вот эти вот вещи. Потому что, например, некоторых комплектующих, некоторого сырья у нас нету, не производится. И есть ввозные пошлины. И те же китайские производители с этим товаром, значит, выходят на внешние рынки или производят сами, а ввозя в Россию, изначально уже 15-20% добавляется, и мы не конкурентоспособны. Вот тут вот много вопросов, которые надо, ну, скажем так, ускорять, решения которых надо ускорять. А с точки зрения перспектив цифровых валют, как вы оцениваете? Вы знаете, я не буду претендовать здесь на компетентность, то есть выступили предыдущие выступающие, сказать, да. Просто внутреннее понимание есть, что за этим будущее. Ну, я мехмат заканчивал, программированием занимался долгое время, я понимаю, что за этим будущее. Комментировать, наверное, пока рановато. Вот вчера представители Российского экспортного центра говорили, что в тех регионах, где есть титанические усилия фактически со стороны руководства, со стороны власти по увеличению экспортного потенциала, там есть результат. Почему это требует такой большой консолидации, в том числе и управленческих ресурсов? Вы знаете, я немножко отклонюсь в сторону малого и среднего бизнеса. Мы внутренне все равно выросли из Советского Союза и ориентировались на внутренние, сказать, какие-то условия, внутренний рынок и так далее. И есть некий психологический барьер, чтобы выйти, сказать, мыслить категориями мира. Это действительно серьезная проблема. Поэтому здесь нужна и законодательная поддержка, и обучение, и какая-то, сказать, сопровождение, там, ну и так далее, и так далее. Я надеюсь, наши дети и внуки будут более расслаблены в этом отношении, да. Да, спасибо вам за комментарий.
Спасибо. На нашем завтраке сегодня присутствует исполнительный директор общества по заграничной ответственности «Четра» Владимир Антонов. Владимир Сергеевич, да, прошу вас прокомментировать. Скажите, ваше предприятие одним из крупных экспортеров является. Как вы этого достигли? И, может быть, вы найдете какие-то вопросы, проблемы, которые хотели бы сейчас озвучить и ответы на которые хотели бы получить? Большое спасибо, что дали слово чувашскому бизнесу. Я от чувашского бизнеса нашему предприятию, не буду там себя рекламировать. Но все вас знают. Скромность не мой конек, да. Четра, Че – это Чебоксары, Тра – это трактор. И мы являемся столицей тракторостроения в нашей стране и входим в топ-5 мировых производителей на планете. Значит, по экспорту Дмитрий Иванович сказал, что вопрос устойчивого развития бизнеса – это тренд, который должен поддерживаться. И наука нам говорит, и в работе мы это используем. Наши предприятия должны наращивать объемы производства и производительность труда каждый год. Значит, только при выполнении этих двух условий развитие будет стабильным, будущая перспектива открывается там хорошая для того, чтобы расти и развиваться, платить заработную плату и тратить средства на неокр. Что мы видим за прошлый год? Наша компания смогла увеличить резко объемы производства, и по сфере добычи полезных ископаемых наши бульдозеры заняли 80% российского рынка. Не было такого никогда, и мы, безусловно, проявили огромные усилия в части производства, в части новой техники, в части сервиса, мы это сделали. А что является итогом? То есть мы заняли определенную нишу рынка, емкость рынка, и дальше уже расти практически невозможно. И отсюда же Дмитрий Иванович говорит, посыл верный. Коллеги, смотреть на страны, развиваться в ближайшие регионы, и мы это будем делать. Из положительных событий по этому фору отмечу вклад Олега Алексеевича, то, что он пригласил Никишину Веронику Олеговну, и вчера мы провели с ней ряд совещаний, и уже при поддержке Анатолия Геннадьевича видим, что из бюджета Российской Федерации будут выделяться новые меры, вернее, средства для новых мер поддержки. Так составлен жизненный цикл продукта, и все этапы жизненного цикла взаимодействия с клиентом были охвачены, и теперь уже будет охвачено в том числе создание сервисных центров за рубежом. Я знаю, что Дмитрий Иванович уже договорился, и миссия РЭЦ приезжает, и уже можно Дмитрию Ивановичу записать пару положительных моментов, что он добьется этого. То, что РЭЦ пообещал, мы дожмем, мы доделаем, и экспорт нас получит дополнительный бустер. То есть мы будем развивать сервисные центры за рубежом, мы будем представлены, флаги наши будут стоять во всей стране. Кроме того, что экспортировать, необходимо и взаимодействовать с нашими иностранными технологическими партнерами. Здесь Андрей Валентинович Водопьянов хвалит команду Всеволода Петровича Бабушкина, который совместно с республикой и с командой концерна смог, несмотря ни на что, в кратчайшие сроки подписать СПИК 2.0. И теперь у нас в Чувашии организовано производство колесных сельхозтракторов и коммунальной техники, которые в Российской Федерации не производятся. Кроме этого, буквально за этот же период, за один год, мы подобрали еще несколько технологических партнеров, и, коллеги, бизнес рекомендую смотреть на иностранцев с точки зрения поиска людей, у которых есть конструкторская документация, которые хотят выйти на наш рынок. Не обязательно нужно тратить 5-7 лет на то, чтобы спроектировать машину, вывести на рынок. Можно вместе с иностранными партнерами из дружественных стран это сделать. И теперь мы, Четра, уже на российском рынке представляем горно-шахтное подземное оборудование. Не было такого. То есть Россия занимала не более 5% рынка. Наша амбиция занять 25% рынка. Кроме этого, Четра будет производить экскаваторы, и в России появится мощный современный производитель экскаваторов вместе с иностранными технологическими партнерами. А насколько вы сами зависите от импортных комплектующих? Подход у нас зрелый. Значит, против покупной комплектующей, каждой покупной комплектующей в составе бульдозера есть 3 альтернативных производителя. Один производитель всегда российский. Второй производитель – это премиум. И он зачастую, конечно же, иностранный.
страны, третий производитель в зависимости от критериев. Соответственно, счет на табло. В прошлом году после начала СВО мы на 40% увеличили объемы производства. Ну вот если опосредованно, это является ответом на ваш вопрос. То есть у нас и при 7-м, и при 27-м пакете санкций в России будет трактостроение, будет развиваться добыча полезных ископаемых, строительство. Мы поможем нашим заказчикам выполнить их производственные планы. Вот здесь беспокоиться не стоит. Мы зрелые, надежные поставщики. Но видите, с такой техникой, как у вас, возникает еще вопрос действительно обслуживания и дилерских центров, сервисных центров в других странах. Как идет эта работа и насколько охотно другие государства открывают такие представительства? Вот как раз Дмитрий Иванович в этом плане нам очень помогает. Никишина Вероника Олеговна, мы с ней прошлись, она увидела, что не хватает поддержки по сервисным центрам за рубежом. Мы в этом году открываем сервисный центр в Экибастузе, мы в этом году открываем сервисный центр в Индонезии. И я думаю, при поддержке РЭЦа и Минэка Чувашии мы получим эту поддержку, которая не для нас будет, а для всей страны. И машиностроение вот рванет вперед, потому что флаги, склады, люди, чувашские запасные части будут по всему миру. И это должна быть юридическая и политическая поддержка или исключительно финансовая? Ну, мы бизнесмены, как бы нам политическая поддержка. Вот про политические риски. Не, ну почему? Да? Допустим, если насколько охотно Индонезия открывает такие представительства? Вот многие вещи субъективны. Возьмем, что вот там в телевизоре там люди там жалуются, политические риски. Мы экспортируем больше, чем в 30 стран. Мы вот за этот год, перестали экспортировать только в Европейский Союз. Но мы там работали совсем немного. Мы с Венгрией взаимодействовали. Очень жаль, но это не так существенно. Но давайте возьмем по Африке. От ЮАР до Египта нет ни одной страны, которая бы сказала нет или что-то. Безусловно, наши соседи, да, наши братья, как работали, так и работают, ближнее зарубежье. Но мы смогли открыть Индонезию, Филиппины, Бангладеш, Вьетнам. То есть вся Юго-Восточная Азия никаких политических рисков не имеет. Идите, пожалуйста, коллеги, вместе с нами, сами экспортируйте на эти рынки. Латинская Америка, если мы берем от Мексики, да, мы знаем их соседей, и до Аргентины, Чили и Перу спускаемся, нет ни одной страны, где были бы какие-то сработавшие политические риски. Можно и взаимодействовать. А внутренняя конкуренция насколько сильна? Вот, допустим, коллеги из Белоруссии, насколько конкурентные на этом рынке? Коллеги из Беларуси одни из лидеров в машиностроении для сельского хозяйства. И если мы посмотрим, то в каждом минском двигателе, в каждом минском тракторе, в каждой белорусском самосвале, в каждой машине МОАЗ, которую они производят, в БАТЭ, это большой комплекс, вы везде найдете чувашские отливки, чувашские паковки, чувашские детали. Мы с ними кооперируем. Но с точки зрения бульдозеров, конечно, это наш рынок, и мы на рынке Беларуси занимаем 100% рынка в тяжелых машинах и очень весомый игрок в легких машинах. Ну что ж, пожелаю вам успехов, удачи, отрадно. Позитивная оценка. Вот, в ходе совещания первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова по вопросам реализации развития экспорта субъектов нашей страны было озвучено предложение для регионов о сборе и тиражировании лучших практик развития экспорта. Собственно, вчера Вероника Никишина тоже говорила о том, что необходимо обмениваться опытом, делиться этими практиками и друг у друга заимствовать какие-то знания в этой сфере, чтобы развиваться. Екатерину Васильевну Москвину я попрошу эту тему прокомментировать. Екатерина Васильевна, насколько активно регионы готовы этим опытом делиться и его тиражировать? Да, благодарю за возможность выступить сейчас на совещании. Я бы, наверное, хотела сейчас начать другими словами, а именно, да, в настоящий момент, да, происходят такие исторические события, которые коллеги уже прочитали. Хочется, наверное, добавить, что, во-первых, все проекты делают люди, и нам нужны герои нового времени, нашего времени. То есть мы должны, знаете как, найти наши лучшие практики и, соответственно, начать их тиражировать. Я напомню некоторые страницы нашей истории при мобилизации заводов, которые были на западной территории Российской Федерации в восточную, более 300. Часть из них осталась в Приволжском федеральном округе и в Уральском. Так вот, знаете, такие страницы истории, которые были там 80 лет назад, мы должны то же самое тиражировать и сегодня, и сейчас, потому что требуется
очень активное построение и импортозамещение, и экспорт продукции в зарубежные страны российского производства. Соответственно, мы, как аналитический центр, я сегодня представляю, да, и конкурс «Проект на Олимп», готовы выступить такой площадкой, которая бы собирала бы лучший опыт внешнеэкономической деятельности и был, наверное, методологическим тем самым партнером и надежным плечом в части того, чтобы объединить различные субъекты и выступить площадкой по обмену опытом. Потому что, еще раз говорю, что страна должна знать своих героев, и историю успеха нужно тиражировать. Тиражировать лучший опыт, который был где-то реализован в одном субъекте, однозначно может быть применен и в других частях Российской Федерации. И вот, наверное, с такой вот инициативой и дружбой в поддержку Чувашской Республики и, конечно же, во взаимодействии с Российским экспортным центром хотелось бы, наверное, выступить с инициативой о сотрудничестве. Мало того, мы в этом году уже в ближайшее время стартуем федеральный конкурс «Проект на Олимп». Это конкурс профессиональной деятельности среди органов государственной власти, практически всей территории Российской Федерации, в том числе достигнуты инициативы о проведении регионального этапа в Чувашской Республике. И вот у меня такое есть предложение коллегам, если вы поддержите, создать новую номинацию, которая бы говорила бы о том, что историю успеха в внешнеэкономической деятельности вот даже начнем с Республики Чувашия. И подключим, конечно же, наших зарубежных партнеров в совместном проведении мероприятий по обмену опытом, как это реализовано в наших дружественных странах, о том, чтобы, наверное, более стремительным и прорывным образом развивать промышленность региона. Вот у меня такая инициатива, и, собственно говоря, я готова, наверное, буду ее представить Веронике Олеговне о том, чтобы поддержать внешнюю экономику Российской Федерации. Да, интересная инициатива, спасибо за комментарий. А может быть, нужен некий рейтинг, помните, да, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов? Может быть, создать рейтинг регионов с точки зрения успехов во внешнеэкономической деятельности и, так сказать, как-то поощрять, премировать и давать какие-то дополнительные возможности этим регионам? Все верно. Потому что проекты делают люди, и именно мотивация через рейтинги, через конкурсы, через историю успеха мотивирует их к дальнейшей деятельности. Аналитический центр, возможно, при содружестве с Российским экспортным центром может создать такую методологию рейтингования и, соответственно, такого вот поощрения. Да. Но в первую очередь хотелось бы просто лучший опыт и лучшие практики. Да. А насколько вот этот общий опыт лучший можно тиражировать на другие регионы? Допустим, где-то тракторы, где-то помидоры, где-то текстиль. Насколько это единое решение для разных секторов экономики? В нашем уже понимании, мы 9 лет ведем данный конкурс, решения могут быть типовыми. Если в одном регионе что-то реализовано, на самом деле это может быть тиражировано. Соответственно, если производство успешно работает в одном субъекте, но, конечно же, особенности бывают разные, да, сырьевая база, возможно, там логистические истории, но общий такой экономический управленческий подход, он может быть схож. Вот. И, соответственно, создание такой базы знаний по обмену опыта, по каким-то ключевым, возможно, отраслевым историям, он вполне может быть. Екатерина Васильевна, благодарю вас за комментарий, спасибо. Дмитрий Иванович, наверное, вас попрошу подытожить результаты нашей дискуссии на деловом завтраке. Может быть, расскажете о своих впечатлениях, может быть, какой-то опыт и какие-то практики, которые были озвучены, комментарии вам показались наиболее ценными, и вы хотели бы на них обратить внимание. Да, спасибо. У нас такой формат экспортного совета, безусловно, впервые. Очень отрадно, что это не просто доклады, а именно диалог. И хотелось бы вот именно экспортный совет, чтобы он был таким более, наверное, не знаю, демократичным, что ли, чтобы вот именно в обсуждении находились те задачи, которые мы могли бы на себя взять, и дальше уже расшивать узкие места. То, что сегодня все собрались и присутствуют экспортеры наши ведущие, члены правительства, глава
нашел возможность посетить это мероприятие в этом графике. Значит, наши гости из других государств, других регионов, безусловно, нам расширяет вот этот горизонт внимания и тех вопросов, которые перед нами стоят. Но то, что я слышу сегодня, говорит о том, что тематика экспорта, она актуальна, что есть, наверное, типовые вопросы, которые задают в каждом регионе на федеральном уровне, постоянно эти совещания и поиск возможностей новых. Все это, да, но есть и наша внутренняя региональная такая специфика, за что мы можем, значит, взяться. Я для себя вижу задачу, вот сейчас тоже идет формирование бюджета 2024 года, посмотреть, что же мы можем на уровне региона сделать для того, чтобы поддержать экспортеров, либо тех, кто только-только пытается выйти, помимо федеральных мер поддержки. Что же мы еще можем сделать? И я буду готовиться, значит, к этому в этом бюджетном цикле именно к комплексу мер, направленных на усиление нашего потенциала экспортного. Это первое. Вы здесь мне все нужны как тоже помощники с нужной аргументацией, с нужной позицией для того, чтобы понять эффективность расходования бюджетных средств на единицу экспорта, вот как Виктория Олеговна говорила, Никишина из РЭЦ. Планируется приезд Дениса Валентиновича Мантурова в августе этого года в Чувашскую республику, заместителя председателя правительства Российской Федерации. Надеюсь, ничего не помешает, и эта встреча состоится, визит. Мы к ней готовимся. Также договорились с департаментом Минпромторга России, значит, с Чекушевым Романом, который за экспорт весь отвечает по стране, и с РЭЦ, Российским экспортным центром, что мы здесь проведем стратегическую сессию, но мы также ее сделаем в рамках экспортного совета. И те мысли, те решения, которые по итогу этого форума будут и в рамках этого круглого стола сформированы, мы положим в основу той работы, которую проведем совместно с РЭЦ и Минпромторгом России. Ну и по сути вы получите такие прям, как мы договорились, кейсы, ну или там конкретные жизненные ситуации, что нужно делать экспортеру, начинающему, который задумывается, действующему или тому, кто перестраивает логистические цепочки. Прям, чтобы было понятно, делай раз, делай два, делай три. И вот эти вот памятки, набор памяток в зависимости там, от страны, направления, твоей зрелости экспортного, да, потенциала, будем расшивать. И также будет серия индивидуальных, так скажем, консультаций для наших ключевых экспортеров, промышленников со стороны Минпромторга России, со стороны РЭЦ, с тем, чтобы уже расшивать такие, может быть, специфичные истории в плане поддержки экспорта. Это вот вторая тема, что вытаскиваю из этого круглого стола. Ну и, наверное, третья, тоже, наверное, благодаря вот Элла Леонидовна здесь присутствует. Вчера обсуждали тему, связанную с цифровым МСП. На пленарной сессии глава тоже, значит, уловил идею и суть этой задачи. Я думаю, что мы здесь поработаем в течение года и совместно с АНО платформа и с прокуратурой, и с, значит, стейкхолдерами в виде уполномоченного по правам предпринимателя. И хотел бы в том числе туда посмотреть, что можно сделать с экспортом. Никишина говорила, что есть у них, и мы действительно запустили единое окно «Мой экспорт». Наверняка возможна какая-то интеграция либо по сервисам, либо по аналитике, либо по данным, в том числе для наших экспортеров. Поэтому мы эту задачу точно возьмем после пленарки и после этого круглого стола в работу. Ну и возьмем на себя такие обязательства, что в течение года мы предложим продукт, который станет, значит, который будет пользоваться спросом, будет иметь значимость для всех предпринимателей, в том числе для экспортеров. Дмитрий Иванович, благодарю вас за комментарии. Что ж,
Остается пожелать успехов как представителям бизнеса, так и представителям власти в поставленных задачах и в освоении новых рынков. На этом программная часть нашего делового завтрака-заседания завершена. Дальше в свободном формате можно пообщаться, обменяться мнениями, поделиться переживаниями, поискать, может быть, ответы на вопросы, которые вас волнуют. Спасибо, желаю всем продуктивного дня. Что вы знаете о Чувашии? Например, что нашему языку и культуре уже несколько тысяч лет. Или что мы самый маленький регион Поволжья, но при этом 5-я по численности народность России. Что, если я скажу, что вы прикасаетесь к Чувашии гораздо чаще, чем кажется? Например, дома. Каждый день. Чувашия – флагман российского релестроения. На протяжении полувека 2/3 устройств, обеспечивающих стабильность электроснабжения, выпускаются у нас. В каждой 6-й квартире страны стоят чувашские двери, а каждый 20-й – чувашские окна. Ежегодно республика выпускает по 700 грамм конфет на каждого жителя России. Но мы за здоровый образ жизни, поэтому каждый россиянин съедает еще и по выращенному в Чувашии килограмму овощей. 13 миллионов российских мужчин хотя бы однажды приходили на работу в наших рубашках, а сотни тысяч из них еще и в наших носках. Произведенной у нас перекиси водорода хватит, чтобы 2 раза в месяц перекрашивать всех жительниц России в блондинок. К слову, после реализации проекта СПИК 2.0 это можно будет делать 2 раза в неделю. В каждой 2-й квартире страны стоит чувашская сантехника, а производимых труб хватит, чтобы 2 раза обернуть землю по экватору. Каждый россиянин периодически работает в огороде в чувашских перчатках. А если он решил выращивать хмель, то мы уверены, что скоро он переедет в нашу республику. Каждый 10-й ребенок катается на чувашских качелях, а его резиновый мяч точно сделан на нашем заводе. Даже если вы никогда не бывали у нас в гостях, поверьте, каждый день вы пользуетесь вещами, произведенными у нас. Приятно познакомиться. Чувашская республика.